Как вы относитесь к Рамадану? Держите ли вы пост? Если честно, да, уже больше 10 лет. Как проходит для вас месяц поста? Что вы чувствуете? Ну, это невероятный месяц, это священный месяц, когда очищается не только организм, но и голова, мысли, поступки становятся совершенно другими. И этот месяц дает возможность измениться и начать жизнь снова с чистого листа. Как вы обычно проводите дни поста? Чем занимаетесь? Ну, это как обычно, это работа, повседневная жизнь. И далее мы практически каждый день встречаемся с друзьями на ифтары. В прошлом году даже был опыт, мы в рамках штаба татар проводили здесь ифтар с ребятами, для общественности. 70 человек мы собрали в том году. Неделю, наверное, мы держим, начиная с первого дня. Вот 23 числа мы уже на ифтар приглашены. Ифтар мы проводим сами. Вот в Татарстане сейчас вот как вам сказать, к ифтару очень готовится. То есть вот заранее мы готовимся. Мы вот внутренне готовимся, потому что вот я 7 числа покупаю конину. Это именно на ифтар я покупаю. Подарки мы покупаем. Потом у нас такая традиция это вот чисто семейные традиции. Вот именно в месяц Рамазан мы с сыном покупаем кучу всего. У нас есть на Нариманова приют для бездомных. Мы обязательно, вот именно в месяц Рамазан мы покупаем, продукты мы просто отвозим. Потом, это сын в основном, он делает очень большие пожертвования для больных детей, ДЦПшных, умственно отсталых, для вот этих интернатов. Вот мы всей семьей готовимся. Это у нас вот как бы вот внутренняя такая, вот у нас уже вот подготовка будет заранее. 21-го у нас соседка уже сразу сказала, 21-го у нас ифтар, чтобы я никуда не ходила. Потом я всегда последние недели, вот в нашей семье мы последнюю неделю делаем ифтар. В семье брата это вот весь месяц, это такой, они все семьей держат. Они сами говорят, это самый благословенный месяц вот для семьи. Они говорят, мы удивляемся, для нас это такая семейная, очень торжественная трапеза. Мы им очень завидуем, мы за ними следим. Все вместе и танцы хорошие, и держим пост целый день, а потом уже один раз обязательно у себя дома собираем Коран, там читаем, мәжлис кажиябыз, туганнарны, родных тоже собираем. А потом вот это Рамазан обязательно мы должны читать Коран оқып шығарға. Прочитать Коран. Ну, это каждый по отдельности, не вместе. Кто какой. Вот сейчас уже внук у меня младший, 19 лет ему, он говорит, я, говорит, пока на арабском не очень хорошо, он изучает уже арабский, не очень, говорит, у меня еще получается, но я уже Кулиева, вот вчера он мне обрадовал, я, говорит, уже Кулиева прочитал Коран. Так что, говорит, это до поста, говорит, я не оставил, раньше это, говорит, сделал. Ну, это мы осознанно держим. Пост, Рамазан, для нас это такой месяц очищения, ценный месяц, очень нужный, ценный. Слава Богу, что Бог нам послал такой месяц. Я каждый день, һәр ел сайын көтеп алам. Уразаны ел сайын тотамын. Каждый год держу уразу. Вот. Я держу уже с 14 лет, и для меня в целом месяц Рамадан это, наверное, такой, на самом деле, долгожданный месяц. Многим кажется, будто как тяжело мусульманам держать пост, то есть будто это что-то такое нелюбимое нами. На самом деле я очень люблю этот месяц, поскольку здесь очень много плюсов, как минимум о том, что это помогает как-то здоровью, об этом куча исследований. Ну и самое главное, это объединяет нас всех, на самом деле, всех мусульман, и даже внутри семьи. Поскольку вот как часто люди в целом обедают принимают пищу в одно время, очень редко. А так мы всей семьей каждый раз очень так вкусно сидим, беседуем, и
И так со всеми мусульманами. То есть мы собираемся с друзьями, с учителями, с родными и так далее. И это очень сближает в этот месяц. Моя близкая подруга держит пост регулярно каждый год. Несмотря на то, что ей действительно бывает тяжело, она верит в то, что благодаря посту она сможет очистить свою душу, сможет стать ближе к Богу. Как по мне, на самом деле, это очень тренирует твою дисциплину, самодисциплину, потому что это, на самом деле, очень тяжело. Действительно, это такая потребность в еде, это одна из базовых потребностей. Конечно, человеку это большая работа над собой, это постоянно нужно себя в чем-то ограничивать. Но когда ты знаешь, для чего ты это делаешь, в частности, чтобы быть ближе к Богу, это, конечно же, в первую очередь твоя любовь, любовь в то, что ты веришь, в тот, в кого ты веришь. И это, наверное, именно из этого ты черпаешь вот эту энергию и силы на то, чтобы держаться. И, конечно же, после поста ты становишься другим человеком, действительно, потому что ты можешь выдерживать то, что, наверное, простой человек, который не верит, он этого не сможет сделать и это вынести. Моя подруга также говорит о том, что ее очень объединяет пост с другими людьми. Например, в нашем университете, вдали от своей родины, от своих родственников, друзей, она обретает некое единство с людьми, которые также придерживаются поста. И она говорит то, что вдали от родственников она не чувствует себя одинокой, когда есть люди, которые переживают то же, что и она в это время. Рамадан – это великий месяц, и многие думают, что Рамадан – это только голодание и ничего больше. На самом деле, когда ты сам это все прожил, ты прекрасно понимаешь, что это не только физическое опустошение внутренности, но и умственное. Ты наедине с Богом, и тебя не посещают какие-то посторонние мысли. В этот месяц, как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, то, что в этот месяц сложно попасть в ад, потому что в этот месяц практически не то чтобы нельзя, невозможно согрешить или какие-то плохие деяния сделать. Этот месяц только посвящен благам. Ты отдаешь какие-то намерения благие, ты что-то отдаешь этому миру, и мир возвращает тебе в двойном, в тройном иногда количестве. Начал держать относительно недавно, потому что, вот, как сказано, то, что в малом возрасте лучше не начинать, поэтому родители меня как-то на это не наставляли. И сам я начал лично, в 2020 году начал, из-за карантина, и появилась такая возможность. И, машалла, 3 года держу, не накаркать бы, пока ни одного дня еще не пропустил. Первый раз было очень тяжело, потому что новый опыт, и я не знал, чего ожидать. Это вот та самая неизвестность, в которую ты попадаешь, и многие думают, что это сложно держать. Но я для себя сделал пару выводов, то, что это не так трудно, как кажется на самом деле. И первое время, да, было непривычно, потому что ты привык, ты постоянно завтракаешь, обедаешь, ужинаешь, 3 раза в день как минимум ешь, а тут бац, и ты не ешь, и все. Но единственное, с чем я столкнулся, это такой небольшой миф о том, что многие думают, что вот во время Рамадана ты похудеешь, так или иначе, потому что ты не ешь весь день, но так случается, слава Богу, я благодарен Всевышнему и своей маме, ей отдельный респект и привет. Так получалось то, что вечером, как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, то, что человек, который накормит постящего, ему идет еще отдельные блага. И так получилось то, что у меня мама делала просто огромнейший стол, потому что так или иначе у нас семья тесно связана с религией, и стол был к ифтару всегда накрыт, и получается мы очень много кушали, и причем я порой употреблял столько калорий, сколько не мог поесть, наверное, в самый обычный простой день. И я бы хотел сказать, развеять такой миф, что не всегда так получается, что ты худеешь во время Рамадана. И на самом деле, если держать с этой мыслью, чтобы похудеть, это только в плохие деяния идет, поэтому никому не советую.